Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема будет звучать так. В это сложно поверить, но это вам по судьбе. Давайте посмотрим, во что вы уже не верите, даже и не предполагаете, но что вам по судьбе. Загадайте, пожалуйста, на себя. Сегодня у меня новый песочек. На новом песочке. Вот такая прекрасная тема. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересные знаки вышли. Ну, давайте начнем с правой стороны. С правой стороны у меня стоит человек, за ним стоят еще люди. Я так понимаю, что это ваши близкие, либо ваша семья. И перед вами открываются новые дороги и новые горизонты. Горизонты и дороги, с которыми вы не знакомы, либо о которых вы вообще в принципе никогда не слышали, либо никогда в голову не приходило, что вы можете поехать в ту или иную, не знаю, там, область, город, страну, в конце концов, материк, возможно, да, у кого-то отыграется. Вот перед вами открываются две, но такие, знаете, спорные, а одна прям дорога ваша. Это не просто дорога, это дорога вашей судьбы. Кому-то по судьбе побывать в какой-то далекой, интересной, не знаю, стране, области, городе, кому-то по судьбе туда переехать. Причем переехать на ПМЖ. Да. Возможно, вы сейчас посмотрели и думаете, да что ты там городишь, да? Куда мне ехать? Мне там 75 лет. Куда же я поеду? Нет, поедете. Поедете в новую, прекрасную, счастливую жизнь. Либо вы поедете и увидите какие-то прекрасные новые локации, да, познакомитесь с интересными людьми, хорошо проведете время. Кто-то вообще поедет как, например, там health-турист, да, то есть по вопросам здоровья, да, на лечение, излечение куда-то поедете. То есть дорога, которая меняет вашу жизнь, качество вашей жизни, наполненность вашей жизни, мироощущение вашей жизни. То есть вот она, основная, центровая. А эти две дорожки, они как дополнение. Дополнение в виде там, развлечения, какого-то интереса, какой-то доп. Возможности. Для вас и для еще двоих людей. То есть, возможно, это вы и ваши дети, либо вы, ваш муж и ваш ребенок. Да, может быть, вы и ваша мама и папа. Да, вы все разные. То есть едете вы, и за вами едут еще двое. Новые дороги, новые возможности и новые горизонты. Особенно те люди, которые никуда особо не выезжали. Вот для вас вот прям 100% отыграется. Новая дорога, новые виды, новые впечатления и новое качество жизни. Каким образом это придет в вашу жизнь, я, к сожалению, сказать не могу. Вы все разные, у каждого будут свои условия, предусловия. Но, тем не менее, раз вы зашли на эту отсыпочку, именно на это видео, да, то это предсказание для вас. Так, следующий момент. В следующем моменте у меня человек получает как какую-то защиту. Защиту, покровительство, оберег. Опять же, у каждого отыграется по-своему. Но эта вещь, если это оберег, она просто волшебная. Она действительно будет работать, она действительно будет вас защищать. Если это покровительство, то очень крутой покровитель, который действительно заменит вам, не знаю, и маму, и папу, и старшего брата, старшую сестру, и бабушку, и дедушку. Да, человек, который вас действительно, вот как ребенка будет оберегать, защищать, и, не знаю, там, подталкивать, проталкивать, расчищать для вас дорогу. Кем будет этот покровитель, я тоже не скажу, вы слишком разные, да, у каждого по-своему это отыграется. Но то, что вы получите это покровительство, это 100%. И защита. Ну, в защите может нуждаться каждый.
И каждый может нуждаться по-своему. И я думаю, что вы про себя знаете и знаете про свои обстоятельства жизни. Вот именно идет слово «защита». Вот чего бы это ни касалось. Защиту вы получаете. Если нужна защита от какого-то конкретного человека, защита будет обеспечена. Если вам нужна защита, ну вот я знаю, там эти, кто беженцы получают, да, защиту, как лицо, нуждающееся в защите, да, вы получите. Просто очень много людей меня смотрят, и каждый со своей ситуацией. То есть защита, покровительство, оберег. Да? Одно из трех 100% отыграется. И это будет действительно эффективно, это будет действительно работать. И действительно вот прямо на себе почувствуете, что во, наконец-то, да, наконец-то у меня все ок. Так, с левой стороны. Но с левой стороны у нас банальная картинка, когда слабый мужчина рядом с очень сильной, но порядком надорвавшейся женщиной. Да, вы сильная, да, вы крутая, но силы, они на исходе. Либо вы действительно вот такой тяжелой жизнью, когда, ну вот я ненавижу это выражение, но оно очень классно подчеркивает вашу ситуацию, да, и баба, и мужик в одном лице, в одном флаконе. И мать, и отец, да, и сын, и дочь. То есть вы на себя взвалили какую-то непосильную ношу, несете ее очень долго, и вот да, действительно, силы истощаются. И истощаются уже не по дням, а по часам, извините. Вы хотите рядом с собой настоящего сильного мужчину. Вот во всех смыслах этого слова. Чтобы он не только умел, там, я не знаю, шкаф подвинуть, но и заработать, и помочь, и чтобы ласковый был, и чтобы вел себя как человек, а не как сволочь. Да? Вот такой запрос. Девушки, женщины, кто уже обжегся, возможно, даже не раз обжегся, либо обжигался на протяжении всей своей жизни. Вот вы уже не верите, вы говорите: да господи, повидала я этих мужиков, одни слабаки, там тряпки, всех хороших разобрали, да, как там у нас обычно говорят в бабских кругах. Вот именно для вас идет предсказание, что вот она картиночка. Смотрите, вот он, сильный мужик, который с такой огромной грудью, да, вот он так встал, плечи расправил, грудь широкая, плечи широкие. Он защищает свою маленькую, хрупкую принцессу. Не просто женщину, принцессу. Принцесса — это вы. Вот она пара. Вот в это вы совсем не верите. Вот я вам сейчас говорю, а вы такая: фигня это все. Не-не-не. Вот она картиночка, видите? В левой даже стороне показали, потому что в это вы вообще не верите. И не верите, и не надеетесь, и даже, возможно, отрицаете, и говорите: да даже не хочу пробовать. Да? Видала я всех этих мужиков. Не хочу, не уговорите, там буду тапком бить, да, с санной тряпкой гнать, и я не подпущу к себе другого мужика. Все, меня уже, как знаете, не обманешь. Смотрите, видите, это ваше будущее, это ваша судьба. Найдется тот герой, да, который вас будет почитать как принцессу, который станет не только мужем, добытчиком, защитником, но и настоящим сердечным другом. Здесь четко показали. И любовь вашу показали, и счастье ваше показали. Это будет, девочки, будет. 100% будет. Так, дальше идем. С этой стороны здесь какие-то птицы летят в вашу жизнь. Очень, кстати, мощные птицы. Одна, первая, которая влетает, но она такая, знаете, как предвестник перемен. То есть какая-то информация, но она неполноценная. То есть вроде как да, но не конкретно. Либо как вроде согласились, но не точно. Да? Что-то такое, 7-я вода на киселе. А вот следующая птица, она летит буквально следом. Там разрыв может быть там, вплоть до нескольких дней, либо нескольких недель. Она уже все закрывает и подтверждает. Это связано с вашей финансовой стороной жизни. У кого-то это связано с работой, да, прием на работу, заключение каких-то контрактов, может быть даже какие-то суды по поводу денег, наследства, выплат, компенсаций, да, вот что-то материальное идет. То есть здесь вы уже не верите, вы вообще от этих птиц отвернулись,
думаете, вот как мне выжить, да, где деньги брать, как жить, где работать, да, сосредоточены на какой-то, ну не знаю, суете, да, жизненной суете. Сначала влетает одна птица, вы от нее так отмахиваетесь, думаете, ерунда какая-то, да. И вот вторая все подтверждает. Здесь я вижу, что вы будете очень-очень счастливы. Две птицы. Одна предвестник, вторая уже все закрепляет. Какая бы ни была ситуация, знайте, что вы здесь будете в большом-большом плюсе, большом-большом приросте, финансовом, материальном приросте. Так, следующий момент. Здесь у вас птица сидит. Птица, но птица, которая не может свить гнездо. Вот она пытается, да, и не может. Очень похоже на вашего близкого человека. Ну, ребенка, например, там, внука, внучку. Также могут быть родственники, за которых вы очень переживаете, относитесь как к детям. Да? Бывает же такое, когда к родственнику относишься как к ребенку. Ну, прям видишь, что ребенок, да? По сути, ребенок, человек. Скорее всего, да, не получается создать семью, не получается как-то наладить быт. Может быть, там проблемы, в принципе, там нет жилища своего. Может быть, все время там женятся, разводятся. Да? То есть переживание за будущего своего ребенка, переживание за будущее своего близкого человека, который не может свить свое гнездо. Либо построить дом, либо, в принципе, обзавестись семьей. В левой стороне. Вы здесь уже как смирились, как приняли эту информацию за правду, что да, этот человек, скорее всего, останется один. Либо да, этот человек, скорее всего, останется бездомным. Да? Ну, не в плане там бомжом, а в плане, что никогда не сможет приобрести свое жилье, либо построить свое жилье. Понятно, что у каждого по-своему отыграется ситуация, но здесь песочек вам сообщает, что, видите, витиеватой дорогой эта птица найдет свое гнездо. То есть не будет строить, а будет искать и найдет. Видите, здесь человек, где-то далеко находится этот человек. Либо проживает где-то далеко, либо сейчас где-то далеко находится. Вот именно с этим человеком эта птица создаст семью. Либо именно на территории этого человека эта птица обзаведется своим гнездом. То есть счастье будет, семья будет, дом будет, все будет. Не там, где этот человек находится сейчас, да, не там, где эта птица сейчас, а где-то в другом месте. Тут витиеватая такая дорожка ведет в другое место. Может быть, это другой город, может быть, это вообще другая страна. Но и дом, и счастье, и семья, все это будет. Точно будет. Да, эта птица одна не остается. Так же, как и вы не одна, так и птица одна не останется. Следующий момент по судьбе. Но здесь по судьбе какая-то очень интересная ситуация с вашим, ну не знаю, это не карьера, нет, это не карьера, это как место в жизни. Да? Вот кто я есть, какова моя ценность. Вам уготовлена какая-то особая роль, особая миссия, не знаю, особое предназначение. То, что вы вообще отрицаете, либо то, что вы считаете не вашим. Ну, например, кто-то считает, что он не публичная личность, да? Ну, как бы известность, популярность не для меня. Кто-то считает, что он не обладает качествами спикера-оратора, да? Что нет, вот я такой человек, мне сложно излагать свои мысли. Кто-то считает, что недостаточно, не знаю, каких-то знаний, образования. Да? Вот какой-то момент, это как вы оцениваете свой недостаток. Да? Это мой недостаток, у меня этого нет. Либо я это не умею, либо это у меня получается хуже всего. Именно в этой теме, именно в этой сфере вы найдете свое место в жизни. Да, звучит странно, но пути Господни неисповедимы. И ваша судьба, она именно в этом и заключается. Тут какое-то идет преодоление своих страхов, комплексов. Почему вы говорите, что это не ваше, либо вы не сильны в той или иной теме? Потому что там у вас зажим, потому что там вы закомплексованы, очень сильно зажаты. Вы преодолеваете себя и занимаете свое место. Вы как будто бы этот вопрос изнутри изучаете, да, либо эту тему изнутри изучаете.
Смотрите, вы видный человек, вы значимый человек, уважаемый человек, авторитетный человек. Это ваша будущая роль в той сфере, либо в той деятельности, которую вы сейчас даже и не рассматриваете, либо считаете, что вот совсем не мое, и никогда мне там места не будет. А именно это и есть ваше место, это и есть ваше будущее. Так что судьба вас еще не раз удивит. Удивит так, что мало не покажется. Будете просто в шоке, но со знаком плюс. Так, еще ваша судьба. Человек пришел на поклон. Человек с голубкой на плече, голубка мира. Кто-то, с кем вы очень конкретно, капитально поссорились. Поссорились, рассорились, вошли в какие-то контры. Еще может отыграться, что это ваш враг. Враг, которого вы на дух не переносите. Да, у каждого по-своему отыграется. И этот человек придет в вашу жизнь с этой голубкой мира на плече. То есть именно от этого человека пойдет инициатива в вашей жизни не только появиться, но и замириться, да, помириться с вами. Человек будет просить прощения, человек будет извиняться и, конечно же, первый протянет руку, да, в качестве примирения. Если человек когда-то давно пропал из вашей жизни, назад вернется. Вот вы обижены на этого человека, а что пропал, да, ты пропал, там, она пропала. Вернется человек и будет перед вами извиняться за то время, пока не было. То есть вот этот момент нам четко здесь показан. Так, и еще. Вам по судьбе иметь долгую, счастливую жизнь. Да, сама линия судьбы у вас достаточно такая, знаете, как покоцанная, искореженная, витиеватая. Непростая жизнь, непростая. Тут, что греха таить, оно и видно. Но жизнь ваша долгая, понимаете, максимально долгая. И еще мне нравится, что здесь показали ясность вашего сознания. Вы, чем старше будете становиться, тем лучше будет работать ваша голова. Если по-простому говорить. С возрастом вы как будто бы какие-то дополнительные ресурсы в себе найдете и раскроете. Вы будете поражать окружающих остротой ума, ясностью сознания и какими-то своими склонностями, наклонностями, талантами. Вот. Чем старше вы становитесь, тем более, востребованы вы будете в жизни. Каждый в своей сфере, либо целиком и полностью. То есть у вас идет раскрытие. Да? Человек не увядает с возрастом, а наоборот, как будто бы расцветает. Вот такая информация пошла. Плюс девушки-женщины. Кто печалится из-за своего внешнего вида, да, то есть возраст, он неумолим, и время, оно беспощадно на самом деле. Не могу сказать вам точно, каким образом, но вы, вы либо вы что-то делать будете, либо вы к чему-то придете, что вы какой-то, может, уход, либо какие-то манипуляции, операции. Ваши однокашницы будут стареть, сидеть, я не знаю, лысеть, а вы наоборот, знаете, не то чтобы молодеете, а становитесь все краше и краше, все привлекательнее и привлекательнее, да. Какой-то непонятный для меня аспект, я не могу выразить это словами, вы уж простите меня, но я вижу, как это будет, но словами объяснить я не могу. То есть, да, время идет, возраст идет, но вы выделяетесь среди всех своих знакомых женщин. Выделяетесь красотой, свежестью, молодостью, не знаю, здоровьем. То есть вы реально будете выделяться. Что-то будете делать, либо к чему-то придете, может быть, правильный уход, правильное питание, физические нагрузки. Кто-то из девчонок пойдет на операцию, то есть я этого не исключаю. Но вы добьетесь того, что вы с возрастом только краше становитесь. И на мой взгляд, это просто феерично. Вы простите, но это феерично.
На вас будут оглядываться и молодые мальчики, и там мужчинки, и дедушки, и там прадедушки, все на вас будут оглядываться. Вы, как у мужчин, будете очень-очень популярны. Да? И здесь это очень четко показали. Как время вспять, что ли, да, как правильно это назвать. Это будет в вашей жизни. Вы уже, ну, буквально вот на пороге этих событий, на пороге этих решений, либо на пороге этих действий. То есть вас сама как будто бы судьба к этому подводит. Как продлить, не то чтобы даже продлить, а как обернуть время вспять. Вот так у вас идет. Но я за вас безумно рада. Очень хотелось бы на вас посмотреть, но, возможно, YouTube к этому придет где-то через годик-полтора, и будет возможность действительно какой-то обратной связи, не просто там сообщениями, а еще какими-нибудь там видео и фоточками. Просто я это вижу, и я это, кстати, вижу не первый раз, не первый раз. Поэтому, мои хорошие, чудо, молодость, здоровье и долгая и счастливая жизнь – это то, что вам по судьбе. И это то, чего вы не ждете, во что вы не верите. Но придется проверить. Да? Мои хорошие, берегите, пожалуйста, себя. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.